Любовью к родному слову, родине, а еще искренностью и собственным примером. Только так можно привить интерес к предмету. В этом уверена учитель белорусского языка и литературы Йотковской средней школы Татьяна Марцевич. Наставничеством еще в детстве ее увлекли школьные педагоги. Они же и стали примером того, каким должен быть настоящий учитель. У свой час у меня были цудоўныя наставники. Именно яны натхнили меня на профессию педагога. И зараз, когда я працую в школе, я часто своим детям рассказываю про то, что уже в 5 классе я решила стать наставником, связать свою деятельность именно с наставницкой профессией. И я им завсёды говорю, что самый счастливый человек – это той, який уже с детства ведает, чем он будет заниматься. И у своей профессии я завсёды думала про то, что мне не хапае некой творчести. Я не хотела брать готовое нечто, готовые планы, мероприемства. Я ожидала их сама распрацоўваць. Поэтому уже шмат гадоў, кожны день я прыходжу до хаты, роблю свою хатнюю работу и распрацоўваю мерапрыемствы для своих вучняў. Это олимпиадные задания, краязнаўчыя гульні, квесты, а затым праводжу их у школе. Каждый урок, каждая встреча с учениками – это как заряд вдохновения. О выбранной профессии Татьяна Марцевич ни разу не пожалела. В педагогике она более 20 лет. Образование получала на филологическом факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Свой первый опыт преподавания приобрела в Крыницкой базовой школе. Там проработала 3 года, после чего вернулась в родную Йотковскую школу. Говорит, смогла осуществить мечту детства и войти в класс уже не в роли ученицы, а в роли учителя. Работать в родной альма-матер приятно, но и вдвойне ответственно. Я ганаруся тым, что я працую в своей школе, потому что я помню ту школу, когда ее еще только начали будовать. Я была в 7 классе, когда в 1994 году открывали эту школу. Мы были вучнями и целое лето приходили сюда прибирать школу, мыть подлогу, ставить парты. И когда зараз вспомнить, какая она была и что зараз теперь у нас есть, это 2 великие розницы. Зараз я вучу у школе детей своих одногодков, з якими колись ходила у школу. И передо мной стоит отказная задача выховать их отказными громадянами, адукованными людьми, щирыми белорусами. Потому что на уроках мы часто разважаем, кто такие белорусы, какие яны. По-перше, гостинные, отданные, готовые больше отдавать, чем брать. И про это счастливые. Татьяна Анатольевна руководит Олимпиадной школой по белорусскому языку и литературе и уже много лет помогает йотковским школьникам раскрыть свой потенциал и достигать высоких результатов. В копилке школьников немало наград. Ежегодно ученики Татьяны Анатольевны становятся победителями 2 и 3 этапов Республиканской олимпиады по учебным предметам белорусский язык и белорусская литература. Завоевывают призовые места на районных и областных олимпиадах. Среди тех, кто неравнодушен к родному языку, и 8-классница Вероника Пацко. Занятия в олимпиадной школе под руководством Татьяны Анатольевны дают хорошие результаты. В этом году у Вероники 1 место на районном этапе олимпиады по белорусскому языку. Я наведываю олимпиадную школу Татьяны Анатольевны уже 5 годов. Мне это подобается тем, что у меня легко атрымоўваецца и штогод я займаю призовые месцы. Я вельмі люблю родную мову и думаю, что в будущем это дапаможа мне на экзаменах. Любовь к родине начинается с любви к родному краю, где ты родился и живешь. Каждый белорус должен знать и уважать свою историю, говорит Татьяна Марцевич. Более 10 лет она руководит школьным историко-краеведческим музеем «Истоки». Я люблю свою справу, потому что я тут народилась, а тут моя малая родима. Дети каждый день радуют меня тем, что приносят новые экспонаты, мы их доследуем. Спочатку, здаецца, мы ничего не ведаем про этот экспонат, але коли я им даю такие невеликие пошуковые задания, каб яны отшукали необходную информацию, яны ее знаходят. Под моим кіраўніцтвам мы описываем эти экспонаты, представляем их на разные конкурсы. И з'являемся переможцами республиканских, областных, районных конкурсов. Каждый год удзельнічаем у районном фестивале школьных музеев, обовязково у злёце юных краязнаўцаў. Нам цікава гэта тому, что дети начинают лепш разуметь историю своей родимы, становятся сапраўднымі патрыётамі и громадянами своей краины. Яны з задавальненнем приходят до нас у музей, и каждый день у нас наполнены некими знаходками.
После уроков Татьяна Анатольевна спешит сюда. Вместе с учащимися они занимаются поисковой, исследовательской и научной работой, создают новые экспозиции и пополняют действующие. Открывать новые факты об истории своей малой родины школьникам очень нравится. А поэтому в музее всегда много любознательных и активных ребят. Одни спешат пополнить фонд школьного музея. Добрый день. Я принесла купюры, потому что бабушка сказала, что они очень старые. Я решила их принести в школьный музей. Ну, давай посмотрим. А другие проводят исследовательскую работу и делятся собранными фактами. Бабуля вспоминает займальную историю, связанную с прасом. Її матуля при прасуванні спалила самотканую простину. Дірок на простине не засталось, але застелись коричневые плямы, а праз некоторый час в этом месте простина порвалась. Татьяна Марцевич умеет увлечь и заинтересовать. Совершать путешествия в прошлое нравится как младшим, так и старшим школьникам. Я очень люблю приходить в музей, так как я также очень люблю историю нашей малой родины. Участвуем в различных конкурсах, и так я также пополняю свои знания. В наш музей большинство экспонатов попадает от учеников. Очень много людей приносят, например, то, что им осталось от их бабушек и дедушек, еще из советских времен. А иногда они могут просто на своем участке найти какую-либо старую монету. Татьяна Марцевич признается, без поиска и творчества нет настоящего педагога. Поэтому она постоянно совершенствует свой профессионализм и педагогическое мастерство. При необходимости обращается за советами к коллегам и руководству. Татьяна Анатольевна очень коммуникабельный человек. Она находит контакт не только с учащимися, а также и с педагогами, и с родителями. Уделяет огромное внимание и творчеству. Творческий потенциал у Татьяны Анатольевны очень большой. Она является руководителем историко-краеведческого музея «Истоки». И на протяжении многих лет добиваются больших побед в конкурсах, в исследовательской деятельности. Это человек, который старается привлечь ребят и воспитать в них чувство патриотизма, чувство гражданственности. Неиссякаемое трудолюбие и любовь к своему делу не остались незамеченными. Татьяна Марцевич представила наш регион на торжественном приеме, посвященном Дню женщин, с участием исполняющего обязанности председателя Гродненского облсполкома Юрия Караева. Напевно, за эту свою працу я была узнагароджена поездкой на урочистий прийом губернатора у городе Гродно напередодні 8 сакавіка. Лічу гэту падзею вельмі важнай у сваім жыцці, тое, што маю працу ацанілі, тое, што яна патрэбна людзям і грамадству. Хочу сказаць дзякую кіраўніцтву Лідскага райвыканкама за тое, што ад імя усяго рэгіёна я была там. Вместе с любовью к родному языку и литературе Татьяна Марцевич прививает своим ученикам патриотизм и делает это с помощью личного примера. Она уверена, истинные белорусы должны знать свою историю, свой язык.